Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Ветродизельный комплекс в поселке Тикси будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года. На сегодняшний день выполняются работы по установке свай и фундаментов. Идет процесс поставки оборудования. Объект оснащен 3 дизель-генераторами общей мощностью 3 мегаватт и системой аккумулирования электроэнергии от ветроустановок. Отмечается, что в течение года экономия дизельного топлива составила 100 тонн. Это, в свою очередь, сэкономило бюджету порядка 70 миллионов рублей. В последующем ветряная и дизельная электростанция, а также система аккумулирования электроэнергии будут объединены в единый энергетический комплекс с автоматизированной системой управления производством и распределением энергии. Напомним, ветропарк был запущен в поселке Тикси в ноябре 2018 года группой «Русгидро» совместно с компанией «Камай Халтек» и Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий. 3 уникальные ветроустановки могут работать при температуре до минус 50 градусов и способны выдерживать ветер скоростью до 70 метров в секунду. Морской порт в Тикси станет одним из главных звеньев Северного морского пути. Об этом сообщил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский. По его словам, развитие Северного морского пути положительно скажется не только на промышленном освоении Арктики, но и поможет Якутии выйти на внешние рынки, начав, например, экспортировать продукцию традиционных отраслей Севера, таких как рыболовство и северное домашнее оленеводство. Новую школу на 220 мест открыли в селе Кюсюр Булунского района Якутии. Учреждение площадью более 3000 квадратных метров построено на средства инвестиционной программы Якутии. Завоз необходимых конструкций велся по автозимнику с февраля по апрель и водным путем с июля по сентябрь. Общая стоимость строительства составила 550 миллионов рублей. Отмечу, что инвестиционная программа утверждается постановлением правительства Якутии, состоит из перечня строек, объектов и направлений строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимого имущества. Компания «Алроса» приступила к предварительным работам для начала проектирования подземного рудника «Юбилейный». Технико-экономическое обоснование проекта будет готово к 2020 году. Тогда же будут уточнены запасы для подземной отработки. Реализация проекта начнется после проведения всех необходимых мероприятий. Отмечу, что запасы трубки «Юбилейная» оценивались в 105 миллионов карат по состоянию на 1 июля текущего года. Сейчас глубина карьера трубки «Юбилейная» составляет 450 метров. В перспективе отработка месторождения до 720 метров, которая, как ожидается, завершится к 2035 году. На завоз грузов в арктические районы Якутии в этом году направили 35 миллиардов рублей. Из них 21 миллиард рублей составляют расходы на навигацию, порядка 6 миллиардов автозимник, 8,5 миллиардов рублей пошли на обеспечение круглогодичного завоза грузов. По итогам завоза жизнеобеспечивающих грузов в летний навигационный сезон по рекам Лена, Вилю и Амга, а также по арктическим рекам Анабар, Яна, Индигирка, Колыма и по морю Лаптевых, вся работа была проведена в установленные сроки. На территории индустриального парка Кангалас в Якутии стартовал научный эксперимент, участниками которого стала семейная пара, поселившаяся в одноэтажном доме внутри прозрачного купола из поликарбоната. Купол представляет собой 5-тонную конструкцию, возведенную вокруг одноэтажного дома с гаражом. Жители дома будут вести обычный образ жизни, фиксировать свои наблюдения в дневнике и в блоге в интернете. Ученые, в свою очередь, будут проводить мониторинг температуры внутри купола, следить за качеством воздуха и оценивать энергоэффективные качества здания, а также состояние почвы и грунтов. Если эксперимент будет признан успешным, специальные купола будут пробовать устанавливать не только над домами, но и над водными объектами, дорогами, мостами и трубопроводами. Все это позволит оценить воздействие конструкции на мерзлотные и геологические процессы. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.